Доброе время суток. Хотел обратиться к военнослужащим, которые находятся в данный момент в Ингушетии. Но прежде хотел вам поведать одну трагическую историю, которую рассказал мне русский ветеран Великой Отечественной войны. Я служил в Калининграде полк связи, который находился в городе недалеко от кинотеатра «Октябрь». Нас, солдат, отправляли в гражданскую организацию помогать. Это место было в городе, и делали там памятники. Тот, кто работал старше, пожилой человек, был скульптор, со слов которого большая часть памятников в Калининграде – это его рук дело. И в этой организации работал старик, сторож. Мужик пожилой, примерно 65-70 лет. Он спросил меня, кто я по нации, на что я ответил: ингуш. Затем старик сказал: садись, сынок, я расскажу тебе одну историю. А рассказ был такой. Служил он, воевал в Великой Отечественной войне. И как-то брали одну высоту. Генерал отправляет одну роту. Высоту не взяли, роту уничтожают. Отправляет вторую роту, также роту уничтожают. И в это время в части было молодое пополнение. Они были в Чечено-Ингушетии. Их было примерно 65-75 человек со слов вот этого старика. И в части был один капитан, чеченец. Он сказал генералу: дайте мне тех людей, которые мне нужны, и то оружие, которое мне нужно. Не нужны эти бессмысленные жертвы. Мы возьмем эту высоту. Часть построили и дали команду выйти всем, кто добровольно пойдет за капитаном. Вышли все ингуши и чеченцы, несколько человек с Кавказа. Не помнят, какой национальности, еще русские, побратимы. Это те, кто на фронте стали братьями. Без различия нации. Так вот, это был неполный взвод, не более 90-100 человек. А полный взвод – это 127 человек в военное время. Это было меньше взвода. Из них 65-75 человек, примерно он назвал цифру, это были ингуши и чеченцы. Со слов этого старика, ребята были не обстрелянные. То есть они только пришли в часть, они только призвались. И они взяли высоту. Капитан остался жив. Он доложил: высоту взяли, в плен взято столько-то, захвачено столько-то оружия, с нашей стороны убито столько-то. Генерал построил часть, объявил официально благодарность, сказал, что доложит Верховному, чтобы вознаградить. Проходит время, и этих людей, которые взяли высоту, с ними еще несколько солдат, вроде как передислокация сил, вот этих людей увезли. Затем старик делает небольшую паузу. И он говорит: но мы-то, солдаты, знаем, их увезли и расстреляли. Я спросил: а почему расстреляли? На что старик ответил: видишь, говорит, генерал дает команду и уничтожает 2 взвода. А какой-то капитан с маленькой, чем взвод людей, берет высоту. Если об этом узнает Верховный, то ему грозит суровое наказание. И чтобы смести следы, ему проще убрать свидетелей. А война, сынок, все спишет. Это были слова вот этого старика. Вот такую историю мне поведал русский ветеран Великой Отечественной войны. Солдаты, вы сегодня вступили на землю тех
внуков, чьи деды своей жизни отдали за ваших дедов, за ваших отцов. Вы должны помнить, что этот народ достоин большего, чем получил сегодня за свое прошлое, за свою историю. Вы должны помнить, что кто-то из ваших дедов остался жив благодаря тем, кто лежит на земле русской без имени, без славы. И только несколько человек имеет мужество рассказать трагические истории войны. Генералы есть генералы от чести и совести, но есть также от желания личных амбиций. Помните, что завтра, возможно, сыновья и внуки тех, кто погиб ради того, чтобы русский солдат остался жив, сегодняшние их внуки будут с вами в одном ряду против общего врага, который хочет посеять смуту в наши ряды. Нам жить вместе, и мы в одной лодке. Не идите на поводу тех, кто, прикрываясь государственными лозунгами, разрушает страну, грабит ее и оставляет после себя разрушенные банки и бедность народов. Вам, уважаемые солдаты, выбирать честь или бесчестие. Мои деды выбрали свой путь. Он горький и тернистый. Но нам, их внукам и детям, не только не стыдно за них, а мы гордимся, что не струсили и не продались ради земных благ. Желаю вам в благе вернуться в свои казармы и быть готовыми дать отпор внешним врагам, а не быть куклой в руках бездарных политиков. С уважением, Ингуш.